В 1941 году я уже работал в хлопсовхозе хлопкоробом до призыва. После призыва мне повезло. Повезло тем, что японцы не напали на Советский Союз, тогда, когда мы стояли уже на самой границе на Дальнем Востоке. После Сталинградской битвы, победы под Сталинградом, японцы отказались от нападений на Советский Союз. И нас тогда бросили на Западный фронт. Прибыли мы под Смоленск. И так получилось, что это было уже 44-й год. Вот. Наши войска успешно продвигали и гнали из наших земель врага. В годы войны я был наводчиком 82-миллиметровых минометов. Много раз я под бомбежку попадал, много раз я поэтому плохо слышу, оглох, можно сказать. Были много разных случаев, когда мы осваивали кочующий образ, кочующую войну, если так можно сказать, минометные. То есть на огневой позиции отстрелял, несколько залпов сделал, и бегом оттуда убегай, иначе тебя засекут, иначе тебя здесь же прибьют. Со Смоленска мы в Ленинград ночами маршем шли. В Ленинграде готовилась под большим секретом прорыв обороны на Карельском перешейке. Наступали мы после прорыва обороны, с боями мы шли на Выборг. Под Выборгом меня ранило, но рана была не серьезная, и я оставался в строю. Война под Ленинградом закончилась. Меня же отправили в училище, военно-пехотное училище, город Новосибирск. Нас хотели быстро подготовить и бросить под Берлин. Но получилось, события развернулись так скоротечно, что необходимости в молодых офицеров уже не было и обошлись без нас. После окончания училища я прибыл на Тихоокеанский флот. Я прослужил более 30 лет. Будучи уже лейтенантом, в форме военного моряка, я прибыл в Владикавказ. Вот. И меня познакомили здесь с девушкой, которая мне понравилась очень. И через определенное время мы сыграли здесь свадьбу, и увез ее из Владикавказа во Владивосток. Ехали мы долго-долго поездом. Тогда же поездом 7 суток. Я вспоминаю, как заботился, можно сказать, о своей супруге, о семье. Я всегда гордился, что у меня такая супруга. Но, к сожалению, вот так прожила 85 лет. На 86-м году пришлось схоронить ее. После смерти своей супруги, с которой я прожил 62 года вот, во Владивостоке, я все же приехал на свою родину, чтобы здесь продолжать свою деятельность. Конечно, жизнь во Владивостоке для меня была важной, интересной, вот, потому что именно там прошли годы молодости, именно там родились мои дети, именно там выросли внуки, и все 4 внука там родились. Вот. Это, конечно, меня всегда вдохновляло, и я горжусь этим. Во всяком случае, я везде всегда гордился, что я представитель Северной Осетии. В настоящее время я уже пенсионер, но хочется работать и трудиться. Всю свою жизнь и до сих пор занимаюсь бегом, ходьбой,
физическими упражнениями для того, чтобы хорошо работать, физически работать. А спортом начал заниматься из-за пошаливания сердечной деятельности. 2 года тому назад я взял обязательство, чтобы пробежать 2500. Это задание было приурочено к 70-летию Победы и своему 90-летию. Выполнил уже досрочно. Я веду дневник. Дневник самочувствия и самомобилизации, что ли, так можно сказать. В этом дневнике я ставлю себе задачи к знаменательным событиям. Я живу этим дневником, и где ежедневно записываю, что произошло, к чему я готовлюсь, к чему я должен стремиться. Вот и примерно вот такая жизнь, она не дает возможности засыпать, что ли. Получилось так, что в прошлом году, готовясь к Олимпиаде Сочи, я стал факелоносцем от Приморского края. Единственный из всех участников войны Приморского края, мне доверили нести олимпийский факел. Это было очень интересное событие. После этого факельного шествия я в форме факелоносца прибыл в Петербург и принимал участие в пробеге, посвященной 70-летию освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. С каждым годом все ценнее и ценнее становится эта победа для людей, которые повидали эту войну.